Я продолжаю писать карту дня на 26 апреля, это среда. Смотрим следующие 6 знаков зодиака. Это у нас знаки от весов и до рыбок. Если вы зашли сейчас на это видео, а вам нужны первые 6 знаков, да, то есть здесь их нет. У меня есть первая часть видео, и там первые 6 знаков. Как вам его найти? Самый простой вариант, внизу под видео я для вас оставила ссылку. Если вы вниз прокрутите, вы там найдете ссылочка, там написана ссылочка на первую часть. Нажимаете, переходите, и там есть тайм-коды, всегда я пишу под видео. Выбираете по тайм-коду свой знак и смотрите. А я смотрю дальше. Весы. 26 апреля. Среда, события дня. Весы. Чемодан, разлука. Ну, либо встреча после долгой разлуки, так тоже может быть еще. Ожидание. Да, вот видите, опять же, тут может как проиграться, например, вы куда-то едете с чемоданом, да, то есть ожидание может показывать, ждете там поезда, самолета. Или же вы кого-то ждете, кто приедет к вам с чемоданом. Да, то есть и так может быть. Казенный дом, опять же, да, то есть если привязывать к этим событиям, то это может быть аэропорт, ЖД вокзал. Он тоже казенным домом считается, да, потому что содержится за счет государства. Либо это просто какое-то госучреждение. Может быть, вам надо, да, куда-то пойти взять какую-то справку, документ, визу, да, для этой поездки. И конвертик показывает получение, да, то есть вот в этом казенном доме вы получите какую-то бумагу какую-то. Конверт часто это бумага, листик, справка, документ, чек. Метла, ссора. Приглашение нельзя. Корона. Только для короны мне надо перестановку делать. Корона показывает общение с каким-то очень влиятельным человеком, да, то есть человек принадлежит, когда вот имеет какую-то власть, да, то есть, скорее всего, это вот сотрудник в этом казенном доме. Опять же, да, то есть, если мы берем вот эти 3 события, они могут вместе проиграться. Например, вы с чемоданом, да, то есть проходите какой-то осмотр, не знаю, там в аэропорту. Ну, то есть аэропорт, казенный дом показывает. Человек, который проверяет документы, проверяет вас, багаж. Так, и здесь нет. Значит, получается у вас в этот день чемодан, общение с представителем закона власти, ожидание, получение, посещение госучреждения и ссора. То есть это вот если просто по событиям. Как проиграется, это уже вот каждый увидит. Ну, приблизительно я бы так это растолковала. Но там по-разному бывает. Благодарю за внимание. Перехожу к скорпионам. Так, сейчас я все верну по местам и будем смотреть дальше. Скорпионы. «26 апреля, среда, события дня». Скорпиончики, прибыль. Чуть не пропустила. Сундучок с деньгами. В среду может быть. Гости. Чашка чая.
подарок. Луна, какое-то повторяющееся событие. Радость, да, то есть гости, радость. Метлу нельзя. Верность, гармоничные отношения в паре. И замочек. Замочек может показывать открытие каких-то тайн, да, секретов, информации какой-то. Узнаете какой-то секрет. Время определенное. Тут может быть, например, у вас, да, встреча с гостями на определенное время, как вариант. Или вот это событие на определенное время. Или еще, знаете, как бывает замком. Тебе надо было куда-то прийти, да, то есть, а ты не успел, пришел, а уже закрыто, да, потому что вот по времени просто не рассчитали, не успели. Вот вместе вот могут тоже так проиграться. Так что если вам куда-то надо на определенное время, лучше либо пораньше выходить, либо, если вы уже опаздываете, позвонить и узнать, да, будут ли вас там ждать. Может быть, придете, и замок будет висеть. Угу. И здесь нет. Значит, смотрим, что получается. Все события, в принципе, хорошие. Ну, кроме будильника, да, то есть, смотрите, по финансам прибыль, в отношениях все хорошо, да, то есть, лебедь, пара, гармония, подарочек, гости, да, то есть, ну, это не обязательно какая-то там вечеринка шумная, гости, это может быть там подружка пришла в гости, чаю попили, да, это тоже может гостями считаться, хорошее настроение, повторяющиеся события, это, кстати, вот может быть с деньгами связано, да, то есть постоянно получаете деньги в этот период. И также еще показывает, что может открыться какая-то тайна, и вот единственный минус – это проблема со временем. Поэтому вот здесь такая подсказочка в этот день следить за часами и все правильно планировать. Благодарю за внимание и перехожу я дальше к стрельцам. Смотрим стрельцы. — 26 апреля, среда, события дня. Тайное свидание. Не хотят вам ничего показывать. Или я, может быть, не вижу. Но я не вижу. В периметре ничего не нашла больше. Смотрим теперь по периметру, что здесь. Исполнение желания, цветочек. У вас событие, да, то есть одно, но очень редкое. Ну, не одно, два. Так, смотрим здесь. Нет, 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 нет и нет. Ну, я больше не нашла. Не знаю, если вы что-то увидели, да, то есть, то события подписаны. Многие из вас уже знают значение. Если не знаете, пишите мне в комментариях, да, я вам расскажу, что оно обозначает. Но я нашла только два. Это тайная встреча, тайное свидание, да, в этот день. И исполнение желания. Так что вот такие события у вас. Благодарю за внимание. Перехожу к козерожкам.
Козероги. Смотрим. 20 апреля. События дня для козерогов. Покажите мне. Деловая встреча. Общение с другом, подружкой. Пара, верность. Может быть, в вашем случае свиток проиграется как просто встреча, да, не деловая. То есть показывает, что вы парой можете встретиться, вы, да, ваш любимый человек и друзья. Или, например, если у вас нет пары, то, встречаясь с друзьями, в этот день вы можете с кем-то познакомиться. Цыпленка нельзя. Застолье, видите, все-таки показывает, что будет не просто встреча, да, то есть будет весело, шумно, где-то кафе, ресторан, может быть, дома устроите какую-то пирушку. Пустые разговоры, много болтовни будет, колокольчик. Луну нельзя. Змея. Может быть, смотрите, змея может показывать кого-то из компании. Может быть, кто-то будет по году рождения змея. Может быть, кто-то медик. Тоже змея может показывать. Разговоры о медицине может показывать. Да, вот если мы берем после разговора, выпала змея. Или же, конечно, самое это такое негативное влияние, это когда кто-то, да, то есть в разговоре, ну, будет как-то себя вести некрасиво, да, жалить, говорить какие-то обидные слова, всячески подкалывать, поэтому вот так тоже может быть. Да, то есть кто-то такой с ядовитым языком у вас будет в компании. И еще, видите, показывает, что открываются тайны, да, то есть, возможно, открывается лицо этого человека. Может быть, он себя вел по-другому, да, то есть, а теперь будет вести себя как змея. Или эта змея откроет эти тайны, секреты, расскажет. И так тоже может быть. В общем, можно читать по-разному. Угу. Обман. То есть, возможно, откроется истинное лицо какого-то, да, вот человека, друга какого-то. Он, да, вот по своей сути змея, он одевал на себя маску, да, то есть и прикидывался другом. И вы можете узнать в среду об этом. Подарочек нельзя. Я не могу эту карту сюда положить. Домик нельзя. Здесь нет. В общем, у вас получается показывать, что будет встреча с друзьями. Также будет гармоничные отношения будут в паре. Если пары нет, это может быть вероятность познакомиться. Может быть веселье, застолье, пустые разговоры. И также еще в этот день показывает, что откроется какая-то тайна, да, будет общение со змеей, и вы узнаете истинное лицо какого-то человека. Ну вот, такие события для вас на среду. Благодарю за внимание, Козероги. Перехожу к Водолеям. Смотрим, Водолеи. Двадцать 26 апреля, среда, события дня. Вам выпадают весы. Весы — это колебания, сомнения. И самое главное — это выбор. Да, то есть всегда есть два варианта, и вы между этими вариантами выбираете.
Сложный такой выбор. Дорогу нельзя. Кровать. Интимная связь. Исполнение желания. Выбор между кроватью, да, и желанием. Встреча. Замок. На встрече можете узнать какой-то секрет. Слезы. Хорошие новости. Возможно, слезы радости, потому что, смотрите, рядом выпадают и исполнение желаний, хорошие новости. Праздник, событие. Праздник какой-то будет и встреча с гостями. Может быть, к вам гости приходят. Конфликт. А нет, видите, может быть, конечно, и минус, потому что ближе всего к яблоку получаются мечи, да, то есть слезы из-за конфликта с кем-то. Может быть, опять же, вот смотрите, да, то есть показывает, что будет встреча, будет мероприятие, где будет много людей, откроется какая-то информация, может быть, она вам не понравится, из-за этого может быть конфликт с человеком. Потому что мечи, они показывают, что есть два мнения, ваше и, да, какого-то человека, и вы не можете договориться, вы не можете найти компромисс, и каждый вот прям доказывает свое, да, вот там кричит, отстаивает. Поэтому тут вот, может быть, из-за этого и слезы. Тайное свидание. Смотрим теперь вот так совпадение. Здесь нет карты, здесь нет, нет, нет и нет. Получается, метлу нельзя, не помню, говорила я вам или нет, метлу нельзя соединить. Получается, у вас в этот день вы стоите перед выбором, у вас, получается, может быть какая-то тайная встреча, свидание, интимная связь, исполнение желания, хорошие новости, встреча, мероприятие, событие, откроется какая-то тайна, конфликт и слезы. Да, то есть вот как бы негативное событие выйти показывать тоже может быть в этот день. Ну, вот такая информация. Я думаю, что, возможно, вот эта тайна будет какая-то не очень приятная. Благодарю за внимание. Перехожу к рыбкам. Рыбки. 26 апреля, среда. События дня для рыбок. Череп выпадает первое событие, то есть показывает, что, возможно, вы будете заниматься своим здоровьем в среду, уделять внимание. И тут же выпадает солнышко, то есть хорошее настроение. Ну, видимо, эти процедуры там или поход к врачу пройдут очень хорошо. Да, если выпадает солнце, солнце часто показывает много энергии, сил, выздоровления, хорошее самочувствие. Змея, да, видите, змея тоже, кстати, может показывать врача. Да, то есть, ну, либо какой-то медперсонал, там, врач, косметолог, массажист. Либо еще как вариант человек, который больно ужалит, да, то есть сделает, скажет что-то неприятное, а череп может показывать просто, знаете, такое состояние внутреннее не очень хорошее.
Мешок нельзя. Деловой разговор и получение, конверт. То есть в деловом разговоре вы можете что-то получить для себя. Верность и тайное свидание. То есть тут про личную жизнь показывает, да, что все хорошо будет в этот день. Что у меня летят карточки, у вас уже вторая. Может быть поездка, хотя вот машина не выпала. Победа, смотрите, как хорошо. Исполнение желания. Интимная связь. Кровать. Ну или последним событием еще иногда показывает желание пораньше лечь спать. Да, такой вот эмоционально насыщенный день, много событий, да, то есть усталости. Может быть, конечно, и так. Если для вас интимная связь не актуальна, то якорь. Якорь, остановка. Что-то где-то надолго вы можете с утра остановиться. Подкову нельзя, и здесь нет. Значит, смотрите, событий много, называю просто по очереди, не буду соединять. Значит, тема здоровья, медицины, хорошее настроение, по якорю много времени проводите на одном месте. Дальше змея, но тут опять много значений, да, то есть это может быть и человек вредный, с таким, да, вот с ядовитым языком, это может быть и медработник, и по году рождения змея, тут сложно, да, то есть событий много, может по-разному проиграться. Дальше деловой разговор, получение, гармоничные отношения в паре, свидание, интимная связь, победа, да, вот какая-то в делах, в социальной жизни и исполнение желания. Смотрите, очень много классных событий. Ну, за исключением, конечно, да, вот черепа и змеи, то есть непонятно, как они себя проявят. Благодарю за внимание, рыбки, и жду вас на своих новых видео.